Культура – это стремление к совершенству посредством познания того, что более всего нас заботит, того, о чем думают и говорят. Доброго времени суток, наши уважаемые зрители! В эфире программа «Культура», с вами Элиза Барахоева. Главные темы выпуска. Там цветы, вазы, например, с цветами, да, не росписи, а вот буквально 3D вот такими. Картины очень красивые. Картины делают, да. Ювелирный фарфор. В Государственной выставочной галерее состоялось открытие персональной выставки талантливой художницы-керамиста Беллы Тангиевой. Мы пригласили ее к нам в студию, чтобы узнать побольше о ее творчестве. «Душа танца» в Москве состоялась торжественная церемония вручения приза журнала «Балет», лауреатом которого стал наш земляк, заслуженный артист Российской Федерации Муса Оздоев. Растения, цветы, занесенные в Красную книгу Ингушетии, мы сделали с ними принт и создали летнюю коллекцию. Пхамат – бренд с ингушской ДНК. Дизайнер Ася Хаматханова работает с металлом, деревом, стразами, мехом и даже перьями страуса. Ювелирный фарфор. В Ингушской государственной выставочной галерее состоялось открытие персональной выставки талантливой художницы-керамиста Беллы Тангиевой. Ее работы впечатляют изысканным стилем и красотой, привлекая внимание посетителей. Гости выставки выразили свой восторг и положительные эмоции от увиденного, отметив оригинальность и высокое качество произведений. Работы Беллы Тангиевой выставлялись на престижных всероссийских и международных выставках и всегда получали высокую оценку экспертов. В родной Ингушетии художница проводит выставку впервые. Белла живет в Санкт-Петербурге, городе, который можно назвать музеем под открытым небом. Она перенесла в свое творчество все самое изысканное и красивое, чем богата архитектура северной столицы. Ну и, конечно же, на ее вкус повлияла природа горной Ингушетии. В итоге ее работы отражают в себе все прелести города на Неве и гор Кавказа. В красоте ее изделий сочетается, казалось бы, несочетаемое. Я и раньше слышала о работах Беллы Тангиевой, и сегодня меня девочки из галереи пригласили. Я с удовольствием пришла и присутствовала на выставке. Мне нравятся все работы Беллы Тангиевой, но вот особенно мне нравится ее ручная работа, лепка, то, что она делает руками. Вот эти ее цветочки, она каждый лепесток делает вручную, каждый изгиб она отрабатывает, она создает свои цвета. Это человек такой тонкий, тонко чувствующий материал, и у нее и фарфоровые, и керамические, и все эти работы, они у нее бесподобные. Сотрудники Государственной галереи города Сунжи приложили все усилия для того, чтобы художник-керамист из культурной столицы Белла Тангиева смогла на достойном уровне представить свои работы в родной Ингушетии. Открытие выставки было ярким, а интерес к экспонируемой продукции высоким, что является главным комплиментом для любого мастера. Подобные мероприятия подчеркивают значимость искусства и его роль в культурной жизни региона, вдохновляя на дальнейшие творческие достижения. Особенность ее в том, наверное, что мы, как и организаторы, как и сторонние смотрители, сможем познакомиться с новым направлением в декоративно-прикладном искусстве. Представить это сможем и широкому зрителю. Почему именно эту выставку Белла Урузбиевна изъявила желание выставиться, а мы предложили свою платформу. Это было обоюдно, мы были очень рады этой возможности, потому что для нас подобная выставка – это впервые. Она показала, в чем мы сильны, в чем мы слабы. Все это будет нами учитываться, чтобы в будущем представить зрителям выставки еще лучшего уровня. Это был колоссальный труд с обеих сторон. Мы поддерживали связь, делали это на расстоянии, потому что Белла Урузбиевна все-таки не близко живет, она живет, работает в городе Санкт-Петербург. Вот, а это культурная столица нашего огромного государства. Сами понимаете, расстояние тоже имеет значение. Мы долго к этому шли, кропотливо. Если кто-то из зрителей
увидят какие-то огрехи, мы просим не обращать на них внимания. Хотя это все делалось от души, потому что до сих пор мы с керамикой дела не имели. А тут не просто обработка и изготовление предметов и изделий из фарфора. Здесь ручная работа. То есть вы можете увидеть такие предметы, которые даже если изготавливает сама Белла Урузбиевна, то она не сможет повторить двух одинаковых, потому что это особенность ручной работы. И плюс к тому это изящные работы, потому что они маленькие. То есть вы увидите множество. Чисто на примере маленьких фигурок голубей, взмахи крыльев, где-то изгибы, где-то их нет. Это очень красивые работы, это хрупкие работы. Вот именно сохранность подобных предметов наша слабая сторона, но мы будем работать в этом направлении. И хотелось бы сказать огромное спасибо Белле Урузбиевне за то, что она нам дала такую возможность познакомиться с этим направлением, а также показать это все подрастающему поколению. Художник-керамист по долгу своей профессии владеет различными навыками декоративно-прикладного искусства. Это и мастер, и художник, и даже в какой-то степени скульптор в одном лице. Всеми этими знаниями и умениями обладает Белла Тангиева. Как она признается сама, сложности ее совсем не пугают, а скорее наоборот, служат хорошим стимулом для дальнейшего развития. Художники-керамисты – настоящие волшебники, которые умеют превращать простой кусок пластичного материала в интересные формы, передающие таинство природы, красоту цветов и мира вокруг. Настоящие любители прикладного искусства ценят керамику за ту тонкую грань, которая позволяет ощутить всю прелесть и хрупкость окружающего нас мира. Мы пригласили художницу-керамиста Беллу Тангиеву к нам в студию, чтобы побольше узнать о ее творчестве. Мы рады приветствовать вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с чего вообще начался ваш интерес о своем творческом пути? Интерес у меня к собирательству давно, еще с 8 лет. Я собирала в Грозном марки, в Союз печати был такой киоск. Вот, с тех пор это были марки, потом открытки и потом фарфор. Фарфор я начала собирать с середины 80-х годов. И я его собирала, но было потихоньку, потому что, во-первых, немного вещей можно было выбрать те, которые мне подошли бы. Собирательствами фарфора это были комиссионные магазины, всякие там рынки и так далее. И потихонечку что-то собиралось. Основную часть я отправляла в Грозный, потому что у меня, как всегда, и, наверное, и у всех, как коллекционеров, такая есть беда, не хватает помещения, площади, негде хранить. И я это отправляла своей матери, она знала об этом, я это делала, вообще не распространялась о том, что я собираю коллекцию. Она меня поддержала и сказала: хорошо, не хочешь, чтобы никто не знал, вот собирай, вот, пожалуйста, дом, у тебя есть место, где хранить. И все это там собиралось. Я вообще до 82-го года жила в Грозном и родилась в Грозном. Так, в 82 году я переехала в Санкт-Петербург. И там в комиссионных магазинах я покупала то, что мне нравилось. Это был и Север, кстати, в то время были очень хорошие вещи и очень недорогие в комиссионных, простых комиссионных магазинах, потому что антикварных было очень мало, и они от меня как бы территориально далеко были. А это на работу через Невский, и вот на Невском был, и он и сейчас есть, он действующий магазин. Сейчас он уже антикварный, в то время он назывался комиссионный. И там было и серебро, и вот фарфор, все вот столовое серебро, всякие там, знаете, подносы шикарные. Ну, было с чего выбрать. И вот так вот я его собирала. Мне попадались и Север, и Лимож, и Мейсон, и Кузнецовского у меня очень много было фарфора. Зачем, значит, что-то, частные артели, которые делали, там, Майолика и так далее. Вот те времена, 19-е, начало даже 19 века, и середина, и конец 19, начало 20 века.
Авангардного фарфора, который был в 30-х годах, в начале советской власти, у меня не было. Как-то не впечатлял он меня. Но хотя сейчас он уже очень моден, и многие коллекционеры его собирают, он интересен стал. Вот. Таких вещей я не собирала. У меня были стили такие, как, например, югенд, стиль, модерн, ранний модерн и поздний модерн. Были стили у меня в стиле белый фарфор, разные вот такие вот. И расписанные глазурью, и расписанные красками, и надглазурная роспись, подглазурная. Все было разное. И в процессе вот этого, когда разбился разбилась моя коллекция, я была Много очень... предметов было, то есть Да. вся практически? Практически, да. У меня были мелкие, вот там в Питере, Ленинграде остались, а здесь были крупные. То есть, крупные, что я имею в виду? Там тарелки, блюда, вазы, потому что у меня это хранить негде было. И когда это все разбилось, конечно, было жалко, но так как я по характеру не очень переживающий человек по материальным ценностям, если они у меня пропали, я отряхнулась и пошла, что называется, дальше. И заново начали собирать? Нет, вы знаете, я начала потихоньку интересоваться, как же их делать самой. Я же вот эта коллекция, которая, она вся практически, которую я сама сделала. Вот. И я начала интересоваться. Меня в Академии Штиглица в Санкт-Петербурге порекомендовали там в одно место научиться, потому что возраст уже Штиглицу учиться мне неудобно было, там же несколько лет учиться. И я пошла, значит, к этим фарфористам, очень известным, заслуженным фарфористам Санкт-Петербурга. И они меня там обучили, дали мне диплом. И я начала лепить, делать работы. Я делаю работы в разных стилях, разных техниках и делаю работы в разных направлениях. То есть я не только занимаюсь, скажем, флористическим фарфором, там цветы, вазы, например, с цветами, да, не росписи, а вот буквально 3D, вот такими. Картины очень красивые. Картины делаю, да. Вот, кстати, вот по поводу картины, они у меня покупают, вот одна покупательница, она мне позвонила, так благодарила, говорит, вы знаете, у нее дома, она целую стену, я, говорит, убрала всю мебель, повесила вашу картину, навела, говорит, софиты прямо в своей этой комнате, поставила диван, и когда мне надо, я сажусь, говорит, смотрю, и мне приходят разные идеи, разные истории, разные она, не то, что я не люблю это слово вдохновение, вот так вот она питается вот энергией. И у меня хорошие отклики, да, по поводу не только картин, но даже вот там есть у меня ваза в стиле таком, это она называется осенняя роща. Вот там, вот, например, тоже такие вазы я продавала, очень хорошие у меня отклики. Затем я делаю просто цветы. И цветы я делаю вот там ювелирную бижутерию, или ее по-другому называют фарфоровая бижутерия. И те правы, можно ее так называть. Вот. И некоторые компоненты, очень многие, например, интересуются дизайнеры там декор делать, да, потому что, извините, сделать из пластика что-то или из английского фарфора, наверное, разница чувствуется, и человек тоже себя чувствует немножко по-другому, правильно? Когда да, у него не говоря уже о бизнесостойкости, Да. это прослужит, Да, конечно, да. разница колоссальная. Вот. Так что вот таким образом. Коллекция моя составляет более 500 предметов. Здесь, конечно, где-то 200 с чем-то мелкие, потому что у меня там сортировка неудобно. И
И я бы сказала, транспортировка еще такая волнительная, Ой, вы знаете, поскольку я очень хрупкий. поролон это все, толстый поролон, это там упаковка очень конкретная, потому что иначе все придет в ненадлежащем виде. Вот. И вообще эта выставка, она некоммерческая. Я хотела людям просто показать, что есть и такой фарфор, не только вот посуда, да, к которому в То, к чему мы привыкли. да, мы все привыкли, не только вазы там в стиле югенд или еще в каком-то другом стиле. Вот. Так вот, что еще можно сказать? А ваш собственный стиль, как бы вы его охарактеризовали? Вы знаете, мой собственный стиль, не знаю, вот у меня был один случай, я вам расскажу. Я сдала картину на Невском, около Казанского собора. Раньше был большой ювелирный магазин. И я сдала им картину, и на второй день пришла оформлять ее. И вот вдруг вот мне глаз запал вот на одну вещь. Я не рассуждала, чья она, там, моя, другого, и вообще кто там автор. Вот просто вот запала, вот просто ошарашена была тем, что там все совпало, буквально все. Вот. И когда, значит, менеджер подошла, я говорю: а где моя картина, где вы ее поставили? Она говорит: вы знаете, вы на нее смотрите. Вы ее не узнали? Ну, вы представляете, я ее не то что не узнала, я даже не задумалась, я ли это сделал, Как это у вас? Это вот, понимаете, она настолько вот, мне показалась настолько хороша, что я не вы могла забыли, что это поверить, ваша что работа. я это сделала. Вот, ну, в этой, надо признать, что в зале было много света. Это был очень дорогой ювелирный магазин. И, Не Ананов назывался, он там был? вот рядом с ним, Да? да. Мгм. Вот Ананов Я был просто на углу. помню, он такой... Да, на углу был он у нас, а вот в середине еще там ювелирный был, хороший ювелирный магазин. И, значит, очень много света было. И они, значит, а свет, вот когда вот этот фарфор, особенно глазурованный, он же весь играет, весь сияет. Еще столько оттенков появляется, Да. да. Вы, наверное, даже по цветовой гамме, Да, возможно, не да, узнали. понимаете, он же еще себе просвечивает. Ой, думаю, ну надо же, я была бы удивлена сама, не доверяю себе, что я могу такое сделать, понимаете? Вы сами влюбились в свою работу, не зная, что она ваша. вы получается. правы, вот так получилось у меня один раз. Я вышла из магазина, иду по Невскому и думаю: Белла, ну как ты могла так не узнать свою работу? А потом все списала на то, что там много света, и я растерялась, и, в общем, вот таким образом все произошло. Вот. Ну и какой у меня стиль? Вот я не знаю, какой стиль. Наверное, ближе модерн. Ближе модерн. Потому что, да, я делаю вещи, вот эти картины, это точно модерн. Ближе к модерну я делаю. Но могу и другие делать. Вообще, вот, например, у меня там домик или елка, вот елка, да, я с ней столько трудилась, там каждая деталь вырезана, она 40 сантиметров. У меня не было инструмента, что-то вот не подходило этой елке, ничего. Но я задумала, и я ее сделала. А это, например, винтаж. Еще в 70-х годах вот домики и елки такие, фарфоровые, глиняные, они были модные. Сейчас они снова... С подсветкой, да, они были разные? Да, вот они сейчас вот опять модные. Вот, например, этот домик там стоит у меня, он с подсветкой, это подсвечник. Там внутри есть, просто там не зажгли, а есть эти, лампочки, и он так вот, ночник скорее, вот такой вот. Так что, ну, мне предлагали, давайте будем делать люстры. Пока я не делаю люстры, но это в будущем. Конечно, я еще вот хочу сказать несколько слов по поводу оформления выставки сотрудниками Государственной галереи Ингушетии. Вы знаете, у меня очень хорошее впечатление сложилось о них.
Это люди высокого класса, специалисты и такие преданные своему делу. Я бы очень хотела поблагодарить. Это не просто я, а вот искренне от души и директора Тумгоеву Зарему, и заместителя Фатиму Далакову, и весь коллектив. Потому что все они старались, все они сделали. Такая была атмосфера заинтересованности среди зрителей. Вот чувствовалось, Чувствовалась что отдача. да, что им интересно, что они хотят это все смотреть, что они, им не безразлично было. И, конечно, я всех приглашаю на выставку жителей Ингушетии и близлежащих регионов. Может быть, вы что-то откроете для себя, особенно ценителей фарфора, что-то откроете себя, по-новому посмотрите на фарфор, что бывает не только такой, и другой фарфор, и керамика другая бывает. Вот. Я думаю, что было бы это интересно всем. До какого числа продлится? Она будет идти месяц, до 21, наверное, Июня, да? Да. У наших жителей, Да, и это не только жителей Ингушетии, есть прекрасная возможность, действительно. Да. Это город Сунжа, улица Асканова, дом 75/1, на территории парка, напротив первой школы. Я думаю, что особенно ценителям фарфора и керамики я бы предложила вот такое и другим людям, которым интересно. Мгм. И, кстати, приходите с детьми. Чтобы приобщать, да? Да, как да, говорится? приходите с детьми. У меня был такой случай в Ленинграде. Старшую дочь, она была маленькая, я ее водила по всем музеям, потому что и самой хотелось, и ее, значит, и меня ругали. Не то, что ругали, делали замечания посетители и могли вот эти смотрители. А как-то один раз, я все говорила, это прежде всего дети должны видеть. Мы-то уже... Мгм. А замечания почему делали? По поводу того, что я ребенка приводила. Так наоборот, Представьте, что в Эрмитаж странно. привезти ребенка, вот такого 4-летнего, 5-летнего. Так как делали, раньше делали такое замечание среди вот посетителей. Кто-то говорит, да, правильно сделали, пусть ребенок смотрит. Вот. Так что приводите детей. Я думаю, что вообще водите на выставки и музеи. Дети потом вас отблагодарят за это. Спасибо большое. Ну а мы, в свою очередь, благодарны вам за то, что своим творчеством вы делаете наш мир чуточку краше. Удачи вам в работе и, как говорят на Востоке, здоровья вашим рукам. Спасибо. Баркал. Далясхол Баркал. Вам спасибо, что дали мне возможность рассказать о своей коллекции. Я вам благодарна. Пхамат – бренд с ингушской ДНК. Дизайнер Ася Хаматханова работает с металлом, деревом, стразами, мехом и даже перьями страуса. Бренд Пхамат – это история о том, как ингушская девушка из Ростова-на-Дону исключительно собственными силами навязывает конкуренцию известным брендам аксессуаров и продвигает локальное ремесло в массы. Она создает уникальные сумки в стиле бессмертной классики с особым ингушским колоритом. Здесь представлены сумки из нашей первой коллекции. Это сумка «Солдат». Здесь из материалов это мех каракуля, натуральная кожа и латунь. Это коллекция, коллаборация с известным ингушским художником Хош Ахмедом Абдулсаламовичем Имагожевым. На сумках, на данных ручная техника нанесения рисунка, но в этой коллекции у нас есть и художественная вышивка. Тоже полотна Хош Ахмеда выполнены в
в этой технике. Следующая сумка, сумка из коллекции Хава. Это тоже ручная роспись, натуральная итальянская кожа, где изображены имитация наших ковров войлочных и стенг. Также представлены наши платки. Хотелось бы поподробнее остановиться вот на этих платках. Два варианта. На платках, это летняя коллекция, растения, цветы, занесенные в Красную книгу Ингушетии. Мы сделали с ними принт и создали летнюю коллекцию. Здесь представлены только платки, но у нас есть разные варианты сумок с этим принтом. Асият Борисовна Хаматханова родилась 4 мая 1987 года в Москве. В 2003 году окончила школу на золотую медаль, а также музыкальную школу с отличием. По образованию юрист, кандидат юридических наук. С 2013 года она начала увлекаться декоративно-прикладным искусством. Бренд Пхамат – это не просто классика, а классика с ингушским колоритом. Цель такого решения – познакомить людей другой национальности с ингушской культурой, помочь им влюбиться в нее. Творчество Аси пользуется популярностью не только в России, но и в Европе, а также в Соединенных Штатах Америки. Как подчеркивает сама художница, на этом она останавливаться не собирается. В планах сделать проект еще более масштабным и приобщить модниц со всего мира к ингушской культуре, прославить наш регион своим искусством. 18 мая в Московском академическом музыкальном театре состоялась торжественная церемония вручения приза «Душа танца» журнала «Балет», посвященная высоким свершениям в мире хореографии. Приз «Душа танца», учрежденный в 1994 году Министерством культуры Российской Федерации, это признание заслуг тех, кто преданно служит терпсихоре. За годы существования этой престижной награды ее удостаивались такие легендарные артисты, как Ольга Лепешинская, Марина Семенова, Майя Плесецкая, Родион Щедрин, Владимир Васильев и другие. В этом году почетное звание «Рыцарь балета» и диплом лауреата конкурса были вручены нашему земляку Мусе Оздоеву за преданность искусству и высочайшее мастерство, с чем мы его поздравляем и желаем дальнейших творческих успехов. Муса Оздоев, «Рыцарь балета». Ваши аплодисменты нашему следующему лауреату. Я приглашаю Мустафа Аздоевич, мы ждем вас на сцене для вручения приза. Прошу вас на центр сцены. Напомним, что Муса Оздоев является народным артистом Республики Ингушетия и Республики Дагестан, а также заслуженным артистом Российской Федерации. Он первый ингушский артист балета и хореограф современного и классического танца. Его творческий путь плодотворен и значителен своим весомым вкладом в развитие национальной хореографии и российского балетного искусства. Он человек креативного мышления со своим особым взглядом и точкой зрения. Его поиски и эксперименты дают интересные результаты. Постановки основаны на слиянии разных культур и хореографических жанров, сочетающих в себе национальные, классические и современные направления. Цель хореографа – создание нового стиля кавказского национального балета. На этом наш выпуск завершен. Умейте видеть прекрасное во всем и верьте в свои мечты. До свидания.